Первым объектом инспекции стала крупная криптоферма в Очимчире, расположенная в так называемом 9-м районе. Это уже вторая проверка. К приезду специалистов ферма не работала. Один из 5 ангаров был демонтирован, а часть оборудования снята. Ранее здесь располагались 1538 майнинг-аппаратов, потреблявших 3 мегаватта электричества. Рассчитать точный доход, который ферма ежемесячно приносила владельцам, уже не представляется возможным. Однако, по словам специалистов, счет шел на десятки миллионов рублей. Такие аппараты считаются одними из самых мощных и дорогостоящих. Сегодня мы произвели повторное посещение объекта. Да, на самом деле он по факту нашего прибытия не работал. Даже мы замечаем, что идет демонтаж фермы. Но плюс ко всему, чтобы убедиться, чтобы наверняка, как говорится, мы с главного фидера, с ячейки произвели отключение объекта. А вам известна информация о владельце? Да, конечно, нам известна информация о владельце. Насколько я услышала, владелец здесь не один, да? Ну да, обычно в таких больших фермах один владелец чисто физически и материально, это очень сложно содержать такую ферму. Здесь несколько хозяевов, которые, в общем-то, вместе дружно здесь работают. Но есть еще и момент, касаемо трансформаторов, которые здесь установлены, и самой фермы. Мы ведем с ними общение, как бы. Ранее, когда мы приезжали сюда, они указали, что да, действительно, они не будут подключаться. На сегодняшний день мы приехали, они не были подключены. Я не могу сказать, может быть, какие-то включения и были, но утверждать на сегодняшний момент не могу. Но впредь подключиться здесь физически будет нереально. А владельцы с вами как идут на контакт? Сложно, легко? Нет, ничего сложного нет. В принципе, в любой ферме хозяин понимает ситуацию, которая сложилась вообще в общем в республике, касаемо добычи криптовалют. И проблем не возникает, идут навстречу. А после того, как владельцы демонтируют свое оборудование, вы как-то отслеживаете их деятельность? Да, мы отслеживаем место складирования, считаем количество устройств, опечатываем помещение. Если уже, допустим, по приезду нашему, когда мы уже будем проверять наличие заскладированного оборудования, не будет хватать устройств или же там появилось больше, это уже дополнительная проверка будет проводиться. А вот еще одна криптоферма в заброшенном доме в селе Элыр. Силовики приезжают сюда уже в 4-й раз. Сейчас ферма не работает, часть аппаратов демонтирована. Однако, как было обнаружено, к ранее отключенному трансформатору снова подведено электричество. В этом же селе расположилась еще одна ферма. Объект не работает со 2 декабря. Ни одна пломба за это время не была сорвана. По словам специалистов, эти майнеры – одни из самых законопослушных в районе. А вот на следующем объекте инспекции долго не открывали ворота. После телефонных переговоров мы все-таки сумели попасть внутрь. Расположенные во дворе контейнеры с майнинг-оборудованием были закрыты. Однако трансформатор пришлось обесточить. В данный момент мы находимся в городе Очимчира, в районе водоканала нового. Это майнинг-ферма находится, которую обнаружили 2 дня назад сотрудники Очимчирского РОВД. Данный объект должен был быть обесточен сотрудниками Черноморэнерго, и вроде как обесточили. Но на момент проверки сегодня мы, как видим, к трансформаторам подведено электричество, есть напряжение. В данный момент, как вы видели, обесточили данную ферму, отрезали от высоких. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции опечатывают данную ферму, так как мы ранее на ней не были. До этого мы были с вами на 3 фермах, еще и, как вы видели, на момент проверки они не работали. На каких-то были сорваны пломбы, на каких-то не были сорваны пломбы. Мы сейчас в конце дня на рабочем совещании будем обсуждать данные проблемы. По пути силовики обнаружили еще одну небольшую криптоферму. Правда, и она оказалась недействующей. Здесь находились только охранник и ангар. Последним объектом посещения стала криптоферма, соседствующая с цехом. К моменту инспекции все 98 майнинг-аппаратов не работали. Однако, по словам специалистов, их, скорее всего, отключили совсем недавно. МВД Абхазии проводит системную работу по выявлению майнинг-объектов. Рейдовые мероприятия по районам и городам республики идут круглосуточно. В данный момент проводятся рейдовые мероприятия силами центрального аппарата. И
силами Очимчирского РОВД, плюс задействована администрация города и Черноморэнерго. Ну, мы видим, что не все фермы были отключены, и сейчас в данный момент отключаются все. То есть изымаются и трансформаторы по мере необходимости, и линии, которые подключены к сетям. Мы надеемся на понимание жителей, потому что это общая проблема электроэнергии в Абхазии, и поставленная задача президентом, она будет выполнена. Следующие наши проверки будут проходить в других городах. Это Гудаута, Гагра, и так поэтапно. Если мы увидим, что поставленная задача не выполняется добросовестно, персонально будут нести ответственность руководителей. Это касаемо милиции. Поэтому руководство МВД будет регулярно выезжать с такими мероприятиями в районы и в города. Бывают места, где, естественно, происходят небольшие конфликты с владельцами ферм, но эти конфликты локализовываются сотрудниками внутренних дел. И да, есть места, где мы отключали, и они повторно их включили. Мы сейчас будем разбираться, кто их включил. И переезжают, чтобы спрятаться, и чтобы их не увидели. Но мы данную информацию получаем, нам очень помогают и жители, и оперативно получаем информацию, и вовремя оперативно ее пресекаем. Для нас сейчас самое главное понять, что мы все делаем одно дело, и на местах выполняется поручение президента. Мы будем докладывать президенту, кто добросовестно выполняет свою работу и выполняет приказ президента по выключению майнингов на территории Республики Абхазия. Докладываем регулярно, ежедневно, выявляем недобросовестных работников, и я уверен, что они будут освобождаться от своих занимаемых должностей, как и сказал глава государства. Министерство внутренних дел обращается ко всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов. Звонить по телефонам +7 840 226 41 41, +7 940 927 28 46, или же написать сообщение на WhatsApp и Telegram Messenger по номеру +7 940 920 20 95. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.